Вот. И когда шибаниды все, шибанидский улус распался, фактически в отношениях башкир, вернее, статус башкир не поменялся. Просто на этом месте, на месте шибанидского ханства вот это возникла огромная Ногайская Орда, там, от Иртыша до Волги. Вот. И статус автономной Башкирии сохраняется, это хорошо описано у Трепавлова. То есть образуется так называемое башкирское наместничество, куда, опять же, ногайские улубии ставят, назначают своих назначенцев. То есть там уже не важно кого, там и были и Едигеевичи, ногайские мурзы правили в качестве наместников, и туда и чингизидов ставили, и казахских уже к тому времени султанов, царевичи ставили. Вот. И этот период, конечно, поскольку этот период, ногайский период, он был таким последним, вот таким большим ордынским периодом перед вхождением Башкирии в состав русского государства, он наиболее хорошо отразился в памяти башкирского народа, существует огромное количество преданий, записанных и так далее. И вот здесь ногайский период уже третий у нас пласт, да? Этнический пласт, то есть я говорил, до монгольского периода башкиры, древние башкиры, потом из Улусу-Джучи, и потом уже в ногайский период тоже выливаются уже непосредственно ногайцы. Но поскольку тогда уже башкиры и ногайцы уже совершенно отдельная народность. То есть они отражаются в башкирской номенклатуре уже не под названием своих подразделений родов, кипчаки, мангыты, кирииты, нет. Они уже как ногайцы, то есть уже не дифференцировано, просто как ногая. Вот, у нас есть вот большой башкирский, клан, племя Минги, да? Вот, которые правили в Коканде, потом в Коканском ханстве, уже узбекском. Вот Минги, и у нас и внутри в статусе тюбы была Ногайлярская тюба, то есть это целое подразделение огромное, да, получается. Но я уже не говорю про мелкие такие подразделения ара, то есть первый у нас же кабеля, потом, условно говоря, да, племя. Потом тюба, ниже ара. Тут это просто, так сказать, группы семьи. А вот ара, нугай, это практически везде они раскиданы. Вот. И есть вот у нас племя Юрматы, там тоже есть подразделение нугай-юрматы. Вот. Я сам, поскольку табынец у нас в Табынской, вот нашей, где вот я живу, вернее, не я живу, а деревня, аул моего отца, там вот буквально рядом деревня Бишул есть. И даже вот там, вот по 1693 году упоминается, ясачный башкир, ясачный башкир это фискальный статус, то есть он платит ясак, ясачный башкир, то есть Иштуган Чурин, который пишет башкирец Иштуган Чурин, а потом чуть ниже указывает, что он нагаетин, то есть это 1693 год, то есть до конца 17 века, получается, ногайцы еще сохраняли даже свою идентичность. Вот. Ну и завершая свое выступление, хочу сказать, что вот последнее, вот Тархан и знаменитый башкирский батыр Бурзянской волости Алдар Асикеев, он встречался в середине 18 века с Рычковым, вернее в 30-х годах даже, может быть, да, скорее всего, в 30-х годах с Рычковым лично беседовал. И вот когда тот спросил его вот, о прошлом, он, в общем, много преданий привел, оставил, так сказать, все, рассказал Рычкову, и вот его фраза его была такая, что башкирский народ истори был один с ногайцами. То есть это в представлениях у башкир, это было, что они с ногайцами составляли один народ. То есть понятно, что этнически это как бы два этноса, но тогда же рассуждали все, говоря о единстве в политическом значении. В политическом значении башкиры всегда считали, что они с ногайцами одни, что они частью являются Ногайской Орды. Спасибо за внимание.